Здравствуйте! 21 сентября 2017 года на сайте Башинформа я увидел объявление о том, что можно отправить предложение по изучению башкирского языка на электронный почтовый ящик krutai-ufa@mail.ru. На сайте Башинформа было написано следующее. Жители Башкортостана могут отправить свои конструктивные предложения по изучению башкирского языка на электронный почтовый ящик krutai-ufa@mail.ru. По словам председателя исполкома Всемирного Курултая Башкир Амира Ишимгулова, все предложения, поступившие на адрес этой электронной почты, будут приняты во внимание при разработке проекта госпрограммы, направленной на сохранение и развитие башкирского государственного языка. Эти предложения будут широко обсуждаться на уровне общественной палаты, и затем лучшие из них будут представлены к финансированию из Фонда поддержки языков, созданного по недавнему указу главы РБ, отметил лидер Курултая Башкир. В связи с этим я написал свои предложения на указанный электронный адрес и решил сделать данное открытое видеообращение с той целью, чтобы написанное мною письмо в Курултай не затерялось, не осталось без ответа, а изложенные мною предложения и весь процесс были взяты под общественный контроль. Вначале мои предложения вкратце. Первое. Переводить на башкирский язык фильмы и мультфильмы и выкладывать в общий доступ в интернет. В частности, на YouTube, файлообменники, торренты. Второе. Передача БСТ, хотя бы с Энгельдек, в день выхода передачи выкладывать на YouTube в качестве Full HD. Третье. Найти и разместить на канале YouTube в файлообменниках и торрентах уже переведенные на башкирский язык фильмы «Форест Гамп», «Операция И» и другие. Также составить список из всех имеющихся на башкирском языке фильмов и мультфильмов и предоставить информацию, как эти фильмы можно скачать и посмотреть. Четвертое. Продолжить развитие канала Балавар Ервара. Теперь эти предложения я озвучу в более развернутом виде. Мое первое предложение. Перевести на башкирский язык ряд фильмов и мультфильмов, сделав профессиональный дублированный перевод. Подчеркиваю, профессиональный дублированный перевод. Должна быть возможность включать и выключать субтитры на башкирском, русском и английском языках в тех случаях, там, где оригинал фильма на английском. Я предлагаю список из 50 фильмов и мультфильмов, перевод которых необходимо сделать в первую очередь. В этот список, я его называю «Первый полтинник», вошли не только лучшие фильмы из рейтинга АМДБ, но и некоторые советские фильмы, качественные российские и иностранные мультфильмы. Например, в этот список я включил такие фильмы, как «Побег из Шоушенка», «Пролетая над гнездом кукушки», «Зеленая миля», «Апокалипсис сегодня», «12 стульев». Из мультфильмов я включил такие произведения, как «Чип и Дейл спешат на помощь», «Унесенные призраками», «Приключения капитана Врунгеля». Переведенные видео из первого полтинника прошу разместить на YouTube, торрентах и файлообменниках, чтобы любой желающий мог скачать фильм и нормально его смотреть с телевизора, без помех из-за низкой скорости интернета и прочих мешающих факторов. Затраты на перевод несопоставимо малы по сравнению с затратами на съемку фильма. По сути, речь идет о зарплате переводчика, артистов, читающих текст, и технического специалиста. Далее необходимо регулярно переводить на башкирский язык хотя бы по 2-3 качественных фильма в месяц. Список фильмов и мультфильмов для перевода на башкирский можно выяснять путем голосования в башкирских группах в соцсетях, принимая во внимание рейтинг лучших фильмов АМДБ и так далее. Мои потребности в башкирских фильмах, вернее фильмах на башкирском языке, то есть фильмы на башкирском языке, это не только непосредственно башкирские фильмы, но также еще и какие-то иностранные либо российские фильмы, которые переведены на башкирский язык. Вот давайте так определимся в понятиях. Мои потребности в фильмах на башкирском такие. В неделю 2 качественных фильма, примерно по 1,5-2 часа.
Плюс для детей в неделю 3 мультфильма по 40-50 минут. В месяц это будет примерно 10 фильмов и 15 мультфильмов. Удовлетворите, уважаемые господа из Курултая, удовлетворите мою потребность в башкирских фильмах и мультфильмах хотя бы на 50%. Почему для меня это очень важно? Я живу вдалеке от родины, так же, как и большое количество башкир, которые также, к сожалению, живут далеко от нашей родины Башкортостана. Я живу вдалеке от родины, но хочу знать родной башкирский язык. И чтобы мои дети его также знали. Мы имеем право говорить на родном языке, учить родной язык, смотреть фильмы и мультфильмы на родном языке. Прошу содействовать в удовлетворении моих прав на просмотр фильмов на родном башкирском языке. По опыту, от себя хочу еще добавить, по опыту изучения английского языка, я знаю, что самый интересный и непредубежденный способ изучения языка – это просмотр фильмов на соответствующем языке с субтитрами. Это и интересно, и полезно одновременно. В описании к данному видео есть ссылка на файл в Excel, прошу на него обратить внимание, в котором я привел список фильмов из первого полтинника для перевода на башкирский язык. Мое второе предложение. Передача БСТ, в первую очередь Сенгельдек, прошу выкладывать каждый день после выхода передачи в эфир в качестве Full HD на канал в YouTube. БСТ имеет канал на YouTube, однако данный канал не обновляется. В частности, сейчас там находится передача Сенгельдек, датированные 2012 годом. Вот сейчас у нас 2017 год, а Сенгельдек, который вышел в 2012 году, они лежат на YouTube, соответственно, да, то есть вот как-то достаточно странно, да, то есть прошу обратить на это внимание. Объясню, почему это важно. Передача Сенгельдек содержит мультфильмы на башкирском. Мотивировать детей смотреть мультфильмы легче всего. Даже мотивировать их в этом не надо. Моя дочь сама просит поставить ей Сенгельдек. Я думаю, порядка 40-50% знания ею башкирского языка, пусть и на плохом уровне, исходит именно от этой передачи. У нее нет возможности изучать башкирский в детском садике. Я к слову еще добавлю, у моей дочки нету детского садика, хотя мы стоим в очереди. У моей дочки нету детского садика, и ей больше 5 лет. И мое право на детский садик и право моих детей на детский садик, оно не выполняется нашим любимым государством. Подчеркиваю, хотя ей уже более 5 лет. Это так, к слову. Далее. Родители, в том числе я, плохо знают родной язык. Мы дали ей только 20-30% того, что она знает из башкирского. То есть, обратите внимание, я ставлю программу Сенгельдек выше, чем даже мы сами родители, в части того, кто ей дал знание башкирского языка. То есть она плохо знает башкирский язык, но что-то знает. И вот то, что-то, что она знает на башкирском, она в большей степени знает благодаря программе Сенгельдек, чем от нас, родителей. К сожалению, это факт. Я оцениваю, что примерно 40-50% ее знаний башкирского были приобретены исключительно благодаря программе Сенгельдек. Почему я прошу выкладывать видео Сенгельдек на YouTube? Для этого есть несколько причин. Смотреть с канала tv-rb.ru передачи сложно, если речь не идет о онлайн-трансляции, и там сейчас на текущий момент там сохраняются порядка, одни сутки там идут, 24 часа предыдущих можно посмотреть. Потом то, что было в более позднее время, там уже посмотреть практически невозможно в нормальном качестве и без проблем. На YouTube видео можно вложить в хорошем качестве, и это бесплатный архив видеофайлов. В архиве на сайте tv-rb.ru ограниченное количество выпусков Сенгельдек. Все время какие-то трудности. То браузер не поддерживает воспроизведение, то запись тормозит, то файл Сенгельдек не обнаружен на определенную дату, хотя формально там этот выпуск передачи лежит. Попадание Сенгельдек и других передач на башкирском языке на YouTube дает возможность их скачивать, перезаливать и обезопасить башкирский контент от разных угроз, в том числе от угрозы намеренного уничтожения. Возможность скачивать дает удобство. Смотреть в метро, по телевизору, через флешку и так далее. Поэтому повторюсь еще раз по поводу моего второго предложения.
Прошу все передачи Сенгельдак в хорошем качестве выложить на YouTube и в будущем, в день выхода передачи, выкладывать их на YouTube. Сенгельдак – это, кроме всего прочего, передача, содержащая мультфильмы на башкирском. К сожалению, не в каждом выпуске есть эти мультфильмы. И не все мультфильмы содержат какой-либо язык. Например, есть мультфильмы про казачков-хоккеистов, где вообще нет слов. Но тем не менее, Сенгельдак – это мощнейшая защита от языковой ассимиляции и уничтожения наших детей. Прошу выложить все выпуски Сенгельдак на YouTube, файлообменники и торренты. Мое третье предложение. Я знаю, что есть переводы на башкирский язык фильмов «Форест Гамп», «Операция И» и другие приключения Шурика. Вопрос, где эти переведенные фильмы? Ответьте, пожалуйста. Где они? И, например, я видел на YouTube, как кто-то брал камеру и с телевизора снимал телевизор, и там шел фильм на башкирском «Операция И». Но найти сам фильм на башкирском я так и не смог. Я искал его везде. Почему нет этих фильмов на YouTube? Ну, либо на каких-то файлообменниках, если там какие-то авторские права есть, там еще что-то и так далее. Да? Почему нет этих фильмов на YouTube? Прошу составить список всех переведенных на башкирский язык фильмов и мультфильмов и предоставить к этому видеоконтенту доступ. В частности, выложив их на YouTube, файлообменники, торренты и тому подобное. Список с фильмами и мультфильмами на башкирском языке должен быть в открытом доступе и постоянно пополняться при выходе новых башкирских фильмов, переводе на башкирский какого-либо нового мультфильма и так далее. Прошу предоставить доступ к максимальному числу фильмов и мультфильмов на башкирском языке, в частности к фильмам «Форест Гамп», «Операция И», путем размещения их в файлообменниках, торрентах, YouTube, сайте tv-rb.ru и так далее. При этом должна быть обеспечена возможность скачивать эти фильмы. Мое четвертое предложение. Кто-то сделал отличный канал на YouTube «Балавар Ерваре». Моя дочь, например, благодаря этому каналу поет песенку «Атай Бармак». Атай Бармак. Хочу поблагодарить тех, кто сделал эти песенки для детей на башкирском. Хочу попросить их продолжить начатое дело. К сожалению, последнее обновление на канале было в июле 2016 года, то есть прошло более года после последнего обновления. Ваш канал «Балавар Ерваре» очень нужен нашим детям. Прошу делать новые песни. Если вам нужно финансирование, то напишите в раздел о канале номер карточки, куда можно перевести вам деньги. И хотя бы формально попробуйте получить финансирование от нашего любимого государства и его чиновников, делающих все и радеющих за башкирский язык и делающих все для развития башкирского языка. Заодно посмотрим, чего стоят их слова. Также хочу напомнить в конце моего видеообращения, давайте я лучше зачитаю. Также напоминаю, что список фильмов и мультфильмов для перевода можно найти по ссылке в описании к данному видео на канале YouTube. Если есть дополнительные предложения, то пишите прямо в комментариях под данным видео на канале YouTube. В конце данного видеообращения хотелось бы отметить, что в современном обществе гораздо большую пользу для башкирского языка приносит не очередная вышедшая книга, а интересный видеоконтент на башкирском языке. Многие современные газеты перестали печататься на бумаге, а имеют только онлайн-версии. Количество книг, которые я прочитал с бумажного носителя, за последний год равно нулю. Представляете? Я прочитал книг на бумажном носителе, то есть сами книги, 0. Можно сказать, что я вообще не образованный человек, да? Хотя у меня 2 высших образования, я член ACCA, Association of Certified Chartered Accountants. При этом я прочитал несколько башкирских книг, которые скачал с интернета, с экрана планшета. То есть это вот продолжение. То есть книг в бумажном виде я прочитал 0, но вот книги, которые, соответственно, я скачал с интернета, пожалуйста, я их достаточно, не могу сказать, что очень много, но какое-то количество их читал. Все стоящие башкирские книги, журналы и газеты должны в конечном счете оцифровываться и попадать в интернет. Что касается башкирских фильмов, их нужно снимать. Снимать не в смысле снимать, уничтожать и снимать с проката и так далее, а снимать в смысле брать камеру и делать башкирские фильмы.
Башкирских фильмов очень мало. Я уже пересмотрел все башкирские фильмы, к которым у меня есть доступ. Прекрасные фильмы «Бабич», «Рахмет», «Самбердын Еденсе Яе». Я хочу посмотреть «Мы из Уфы» на башкирском языке. Ну или, например, вот ситуация с фильмом «Урал-Батыр». Мультфильм по башкирскому эпосу «Урал-Батыр» есть на русском языке. А где его перевод на башкирский? Я хочу смотреть «Урал-Батыр» на родном башкирском языке. У меня на канале в отдельном плейлисте сейчас 25 фильмов на башкирском. Этого недостаточно. Все эти фильмы можно пересмотреть за месяц. Именно поэтому я прошу начать процесс полномасштабного, качественного, дублированного перевода лучших мировых фильмов и мультфильмов на башкирский язык с предоставлением возможности скачать эти фильмы, включать и выключать субтитры на башкирском, русском и английских языках. Кстати говоря, среди прочих эффектов, часть учителей башкирского языка сможет переквалифицироваться в переводчики. Прошу распространять данное видео в социальных сетях и давайте посмотрим, как наше любимое государство будет выполнять просьбы, содержащиеся в данном видео, и в письме в Курултай. Далее в данном видео вы увидите, что было размещено на сайте Башинформа от 21 сентября 2017 года, мое письмо, отправленное в Курултай, и список фильмов и мультфильмов из первого полтинника. Этот список, опять же напоминаю, вы сможете скачать по ссылке в описании к данному видео. Спасибо. Рахмат.